Новости о строительстве новой школы в микрорайоне Восточный Муслим Аздоев ждал давно. Он отец 3 школьников. Добираются до общеобразовательного учреждения дети на автобусе. Здание расположено в 2 километрах от дома. Месячный абонемент такой поездки – 500 рублей. Сумма незначительная, но все же возведение нового соцобъекта значительно облегчит жизнь, говорит мужчина. Шил чханы штхалмуйцан, чубуачанск арлилы. Газель берегиш хар балц архалм бейсар. Я багдрял чугоз духнахат бахапан школ хаяжлахтыш, садик хаяжлахтыш, духа ашбах безн болыш бы. Ол сен уж хадяж бахкыш нахби, именно школы, садики юацндя, ашсы буаш баш быш. Бригада работает оперативно, надо уложиться в срок. По словам начальника участка, это не первый его типовой проект по строительству школы. Собрали здесь знающих свое дело строителей, так что за сроки и качество работ беспокоиться не стоит. Начали возводить здание в конце декабря прошлого года. На данном этапе мы уже вышли с минусовой отметки. И как вы видите, мы уже поднимаем плюсовую отметку, вышли, кладку начали делать. И дальше уже поднимаем каркас вверх. Сделано у нас было вырыт котлован с послойной укаткой, залит фундамент, плита фундаментная. Сейчас мы уже делаем гидроизоляцию, утепление и прижимную стенку с последующей гидроизоляцией. Общеобразовательное учреждение станет главным украшением микрорайона. 5 корпусов, 40 ученических классов, пищеблок, столовая, библиотека и читальный зал. Кабинеты для занятия хореографией, медпункт. Срок сдачи запланирован на конец этого года. За строительством ежедневно наблюдают сотрудники Минстроя. Замечания по объекту не были. Были, конечно, незначительные замечания, но подрядные организации, подрядчикам справляется своевременно, быстро и оперативно. По срокам успевает? По срокам, в принципе, да, успевает. Даже идем, можно сказать, на опережение. Вот сейчас уже начали кладку наружных стен и вот перегородок. Завтра уже заливаем 2-й этаж одного из 5 блоков. Поселок Восточный, так его прозвали местные жители, начал заселяться в нулевых. Тогда здесь были подведены минимальные коммуникации. Со временем жители начали заселять и осваивать новые улицы. Здесь было распределено всего около 1080 земельных участков. На прошлый год около 170 домовладений было построено из 1080 участков. Причина того, что люди сюда не заселялись, была связана с тем, что здесь отсутствовали социальные объекты. Это школа, это детский сад, это водопроводные сети, это мечеть. И за всеми этими нуждами люди вынуждены были ездить в город. Уже в прошлом году, это было поручение главы республики, на территории поселка Восточный начато строительство школы для поселка Восточный. Школа на 704 места. Эта школа должна охватить полностью поселок Восточный, то есть для всех местных жителей эта школа уже полностью закроет потребность в школьных местах. Рядом, вот здесь, прямо на прилегающей территории, у нас уже отведен администрацией земельный участок по строительству детского сада. В ближайшее время должен начать строительство детского сада, также для жителей этого поселка. Ну и вот вблизи, вы видите, уже завершается, в принципе, на стадии завершения практически такое строительство и мечети. Новая современная школа на 704 места и детский сад на 220 мест. Сразу 2 подарка по нацпроекту «Демография», который ждет жителей микрорайона. Относительно недавно здесь была проложена линия водопровода по поручению главы республики, что вдохнуло в новостройки новую жизнь. И с учетом того, что здесь начато строительство социальных объектов, вот мы наблюдаем уже значительный прирост желающих начать здесь строить домовладения. Вот мы ожидаем весна, лето, осень этого года уже пик строительства домовладений. То есть люди сюда будут уже активно заезжать с учетом этого. Школа полностью снимает всю нагрузку с поселка Восточный. То есть жители этой территории уже не будет необходимости отправлять своих детей в город. То есть в шаговой доступности, можно сказать. Строительство еще одного общеобразовательного заведения решит ряд проблем граждан. По данным местной администрации, на этот район приходится около 500 школьников. Все они распределены по разным общеобразовательным учреждениям. Новый соцобъект поспособствует ликвидации двусменного режима обучения и обеспечит местных жителей работой. Хава Газикова, Адам Гулоев, Асхаб Белакиев. Новости 24.